Алданская федерация карате Киокусинкай привезла из Китая кубки и медали. Это стало заявкой на участие в мировом первенстве, которое пройдет в Японии в следующем году. С подробностями Руслан Павлов. Наталья Гордеева помогает своему сыну Антону подготовиться к очередной тренировке. На днях они вернулись из Китая, где проходило международное первенство «Звезда Востока». Несмотря на свой юный возраст, Антон занял 3-е место и получил спецприз от судей. Он занял 3-е место, получил кубок, и от китайских судей поощрительный приз рюкзак. Понравился? Да, да, у него брали первый раз, когда мы ездили, интервью они брали. Первый раз он проиграл, они интервью у него брали. Сейчас вот нравится, маленький. Я занимаюсь с 3 лет и стремлюсь выигрывать. Первый зарубежный опыт алданские каратисты получили в 2016 году и теперь намерены укреплять свои позиции на международной арене. Тем более, что подобные соревнования позволяют выставлять на ковер детей младшей категории. Это хорошая возможность принять участие спортсменов до 12 лет. В России турниры проводятся по нашему законодательству с 12 лет, а международные турниры от 5 лет. Так случилось, что на соревнования в Китай ребята ездили в сопровождении родителей без наставника. Впрочем, это ничуть не отразилось на результатах. Поддержка близких сыграла свою роль в решающих поединках, а Якутия в очередной раз заявила о себе. Нам была оказана большая честь представлять Республику Саха-Якутия. Команда Алдана единственная на этом турнире от нашей республики. Мы подготовились к турниру, мы заказали на всю нашу команду вот такие футболочки. Да. И мы были узнаваемы, к нам обращались и говорили: Якутия, Алдан, все здорово. В общей сложности алданские ребята завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовых медали. Главный кубок и 1-е место в своей категории взяла Светлана Бережнова, которая сейчас отстаивает титул в Корее. Ее партнерша по команде Таня Кудрявцева усиленно готовится к следующим соревнованиям, потому что есть на кого равняться и за что бороться. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.